Джанло Радио, Джаз-клуб и Рэй представляют Иджат Хане. Лучшие виртуозы Крыма на одной сцене. Только живая музыка. Лайв-трансляция. Главный музыкальный проект этой весны. Иджат Хане. Приглашаю вас на новый выпуск, новый концерт главного музыкального проекта этой весны Иджат Хане. Иджат Хане — это музыкальная творческая лаборатория. По большому счету, это новая площадка для наших музыкантов, это новая возможность для них показать свое мастерство, это возможность для зрителя познакомиться с крымско-татарской музыкой в самом качественном ее исполнении. Я надеюсь, что с вашей помощью мы движемся к этой цели. Сағолыңыз. И я хочу напомнить, что все, что происходит в этом зале, на этой сцене, транслируется в Facebook и в YouTube на каналах Джанло. И то есть наши зрители вместе с нами, они могут не только смотреть трансляцию, но и активно участвовать. Скидывайте ссылки всем своим друзьям, пусть задают вопросы, пусть активно комментируют, и автор самого интересного и яркого вопроса получит пригласительный на следующий проект Иджат Хане. А теперь я хочу пригласить на эту сцену самых главных героев и участников сегодняшнего концерта. Алим Куртмеметов. Ружди Меметов. Эмиль Меметов. Айдер Аширов. И Сейран Османов. Встречаем аплодисментами, пока ребята настраиваются, рассаживаются. Поверьте, были очень интересные и яркие репетиции. У меня была возможность немножко посмотреть за процессом. Я надеюсь, что вы получите самое большое удовольствие от живой музыки, от классного исполнения и от знакомства с крымско-татарской музыкой. Хайрлы акшамлар! Это Иджат Хане. Çok sağ olunuz. Наджия Ханом, давайте отдельно поаплодируем. В нашей музыке часто бывает, что одна и та же композиция имеет несколько названий. И, например, во время высылки в связи определенных обстоятельств нельзя было называть композиции их как бы первоназванными названием. Есть известная песня Кеня Алдаган Бени, но мы знаем то, что Сабрия Ханум Риджепова ее исполняла как Кеня Анды Гамбени. И также есть как бы песня вот Арафат Даглар, и ее нельзя было называть во время Советского Союза, и она была спета как Даглар Артында. Ну а следующая наша композиция называется Авуш Балам, да, что как бы такой факт, что она вообще в нашем народе усовершенствовалась как Ануш Балам, но Ануш это просто как бы имя армянской девушки, да, как бы, которая не имеет никакого отношения к крымско-татарской музыке. Поэтому нужно вот этот факт очень учитывать. И следующая композиция, которую мы постараемся исполнить, носит название «Авуш Балам». Сағолыңыз.
salgırının boyu, aman usturganının da toyu. Yavrum da salgırının boyu, aman usturganının da toyu. Kefeden keriçten can koyden gelir, özünün arıp da soyu. Kefeden keriçten can koyden gelir, özünün arıp da soyu. Kosifeke dans, hayda! Çok sağ olunuz. Соло на вокале Эмиль Меметов, друзья. Друзья, вот вообще эта композиция написана очень в интересном ладу и довольно часто используем в крымско-татарской музыке. И вот, Сиранага, не могли бы вы рассказать про эту лад и вообще про размер этой композиции? Салям. Ну, сначала, наверное, о ритмике в этой песне. Это 12/8, музыканты все знают. Единственное, здесь есть такая хитрость народная, да, он не делится, например, как обычно. Это очень редкий размер. У него деление такое 3, 4, 5 или 3, 2, 2, 2, 2, 3, да. Ну, мы момент какой-то сыграли его еще на вальс. То есть, если разбить его, сместить акценты, получается 3-3, 3-3. Добро, Найдер? Добро. Получается 12, да. То есть, такие эксперименты в джазе, они приветствуются. Ну, говоря о ладе, в котором... Ну, для нас это привычный такой татарский лад, да, а это еще спаниш лад.
да, Испания такая. Потом вот, ну, подержи-ка инструмент. Приблизительно Ну, вот он звучит, например... вот как звучит этот лад. То есть Испания слышна, да? Да? У азербайджанцев, например, это называется этот лад чаргях. Он имел изначально, он был четырехчастным, поэтому чаргях. Сами названия этих мугамов, да, они из Ирана, как бы, название на фарси идет. Кто знает таджикский язык, они знают, что чара – это 4. Значит, четырехчастный мугам. Сейчас, конечно, его развили азербайджанцы до, даже не знаю какого количества, потому что музыка растет. Вот. Ну, например, у него есть такие части, да, вот в спанише, например, нету такого. Видите, такая часть уже шестая присутствует, да? Когда мы используем уже шестую ступень, да? Такую, да? Это уже получается немножко другая часть, да? Мухалиф. Вот. Например, есть такая часть, там, например... Это Дастенгяр уже пошла часть, да? И таких много-много. Я думаю, если это интересно, в какой-то из моментов наших вот таких вот. Çok sağ olun, Да. Насирана. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще будет стоить обучиться вот этим всем ладам у вас? Или это Ты информация? представляешь, сколько я за это заплатил? Очень страшно. Çok sağ olun. Друзья, Сиран Усманов, и если какие-то вопросы...
Çok sağ olunuz, друзья. Для вас прозвучала композиция «Хызылчыхлар» и вариант аранжировки, который мы постарались для вас исполнить. Это был известный вариант группы «Сато». Эта группа вообще была одна из первооткрывателей такого направления, как совмещение крымско-татарской музыки с элементами джаза. Они в 1986 году выпустили несколько альбомов и как бы изначально очень сильно отличалось, и это был такой большой взрыв для народа. Участники этого замечательного коллектива нам известны. Это Энвер Измайлов, Наркет Рамазанов, Риза Бекиров, Леонид Татабеков. И вообще эта группа очень сильно отличалась тем, что использовала в своих аранжировках разносторонние ритмы и разносторонние гармонии музыкальные. И вот насчет гармонии, кстати, тут такой вопрос, Эмиля, к вам. Вот когда вы гармонизируете ту или иную композицию, на что вы опираетесь, на какие музыкальные формы и вообще ваше настроение влияет на гармонию вашей музыки? Салям алейкум всем. Добро пожаловать. Рады видеть вас всех здесь сегодня. Ну, само слово «гармония», оно звучит уже сама по себе. Гармония — это гармония, это краска. Любое музыкальное произведение, в принципе, можно окрасить в любой цвет, как говорится. Можно
сделать вещь грустной, радостной, веселой, быстрой и так далее. В принципе, я сейчас вам продемонстрирую так буквально на одном произведении, чтобы вы понимали, что, в принципе, что возможно. Допустим, «Мисхор Хазы», да, произведение, песня крымско-татарская. Придержите микрофон. Предположим. Издеваться над вещью можно по-всякому, поэтому настроение есть, можно ее сыграть так весело, жизнерадостно. Нет настроения, будем грустить, будем ее играть. Ну, я на примере этой композиции. Поэтому гармония — это 90% в принципе произведения. Нет гармонии, нет и вещи. Поэтому все зависит, это я с уверенностью говорю, от гармонии. Поэтому и все зависят от гармонистов. Вот так вот. Çok sağ olun Эмиля за ваши познания. Ну а мы постараемся исполнить для вас следующую композицию.
Çok sağ olunuz, достлар. Вот в таком задорном настроении исполнилась композиция «Чахалташ». Дорогие друзья, мы подходим ко второй части нашего вечера, и мы будем очень рады сегодня пригласить к нам на сцену нашего второго гостя проекта «Иджатхане». Этот человек уникален тем, что он абсолютно разносторонен. Да? То есть многие знают как его как певца, аранжировщика, композитора, продюсера, чей-то он даже и учитель, наставник, и для многих он идейный вдохновитель, да, друзья? Поэтому встречайте, Арсен Усманов. Арсен, а как настроение, если можно, пожалуйста, поделитесь с нами. Салям алейкум. Эбнгсге. На самом деле очень приятно, что сегодня собралось столько людей, и еще, наверное, стольким же мы сумели как-то ответить мягко, чтобы не было им обидно, что не попали на концерт. На самом деле это, не все в наших руках и не все возможно. Иншаллах, еще будут такие концерты. Но сегодня я хочу, чтобы у нас максимальный был контакт с вами. У нас сегодня такая не концертная, а очень семейная обстановка. И я хотел бы, чтобы мы все выражали свои эмоции правильно. Ничего страшного, кто хочет танцуйте, кто хочет веселитесь. Но мы будем стараться максимально выложиться для вас. Да. Ну и для нас тоже, да? Да, друзья, продемонстрируйте хоть какую-то реакцию. Да, давайте как-то... В первую очередь, конечно же, этому замечательному дому, и Рэю, и нашему замечательному вдохновителю Марлену, замечательной команде лучших музыкантов. Мы будем стараться оправдать ваши все надежды. И хотелось бы хотя бы половину говорить на крымско-татарском. Будем стараться как-то совмещать. Я да? ваш Адемларла. Вы раньше позиционировали себя как исполнитель. Все мы знаем, что вы играли раньше на аккордеоне, а потом ваша исполнительская деятельность перешла в вокальную. И в связи с чем это связано? Расскажите, пожалуйста, поделитесь с нами. Откуда такие вопросы находите? Это Наджия Ханум мы придумали, Да, напомнили мне замечательные времена. На самом деле я раскрою большую тайну и скажу так, что на самом деле в далеком маленьком моем возрасте, в детстве, я начинал с вокала как раз-таки, с песен. У нас самая близкая родственница моей бабушки, сестра родная, жила за границей и посылала нам пластинки турецкие, такие синие. Помните, кто помнит? Агалармыз, помните, да? Такие синие пластинки были. Вы выражаете, все нормально. И
эти пластинки у нас крутились круглые сутки, да, и эти песни мы знали наизусть. Я их все пел, мне это так нравилось, так это было здорово. Я вырос на турецкой музыке, раскрою тайну, которая уже раскрыта давно, наверное. Вот, и вот потом как-то с годами мне очень нравился вот этот инструмент. Я по сей день никак не могу успокоиться, он мне так нравится. Ну, не получилось учиться на ударных. Я пошел в музыкальную школу по классу аккордеона, народное отделение, занимался много-много лет. Ну и потом уже в 90-х годах, это уже было с хореографическим коллективом Бучансу, когда еще был Раметли Алягаш жив-здоров, мы тогда попробовали вокальный себя на сцене. Ну, я думаю, что я так и не научился пока еще хорошо петь, пока еще только учусь. Ну, как-то так. Çok sağ olunuz. Достлар, Арсен Усманов, и мы начинаем. Ну что, для вас, я думаю, первая композиция. Мы начнем с народного, естественно. Все будут сегодня произведения народные. Мы постарались максимально держаться в рамках нашего. Все остальное мы потом где-нибудь, но сегодня и для нас всегда должно быть это впервые. Gidin bulutlar, gidin yareme selam. Yuhudan ise oy huyaman aman uykusun seyran edin Yarim tatlı yuhudan ise oy huyaman aman uykusun Deryada kayık mıdır? Bu iş bana layık mıdır? Yarem eller kucağına oy huyaman aman ağlasam ayıp mıdır?
Qozu da kebabı salkın su başında Qozu kebabı İçeri şerbeti sureri sefayı İçeri şerbeti sureri sefayı Salkın su yanında kuruldu bebeler Salkın su yanında kuruldu mezeler Ezildi dareler sürüldü sefalar Dizilmiş kadeler süreri sefayı Hayda! Kim içmiş bu şerbeti karşında güzeller Kim içmiş şerbeti bulsun yadeler Peşmanda olmaz mı bunu terk edenler Peşmanda olmaz mı bunu terk edenler Salkında su başında Qozu da kebabı Salkın su başında Qozu kebabı İçeri şarabı sureri sefayı İçeri şarabı sureri sefayı İçeri şarabı sureri sefayı İçeri şarabı sureri sefayı Sağ olun. Çok sağ olun, Арсен аға. Для вас звучала первая композиция «Гиден Булутлар», а вторая «Салқын су башында». Ну что ж, переходя к следующему вопросу, Арсен аға. Вот у нас в музыкальной нашей крымско-татарской индустрии присутствует тот факт, то, что представителей женского пола... Какой-то подвох, да, есть сейчас? Представителей женского пола, ну так скажем, до 30 лет, вокалисток больше, чем парней. Интересно, с чем это связано? Ого, да? Ну, на самом деле, тяжело ответить на это, но я постараюсь максимально... Ну, до 30 лет я бы, ну, чуть увеличена дата, преувеличена дата. Я думаю, до 25, потому что после 25 уже точно все замужем. И им не до пения, это нормально. Остаются только крепкие, ну, или крепкие. Ну, а парни, естественно, у нас такое, ну, призвание после 30 лет играть свадьбы, наверное. И все не поющие станутся поющими, все не играющими не смейся. Вот. И я думаю, что это нормально. И, ну, после 30 можно и петь уже, да? Уже женился, все, дети, все нормально, можно и петь. Поэтому я бы сказал так, что, ну, крепкие останутся все равно поют и радуют нас. А есть те, которые замуж вышли, дома поют мужьям, да? Вот. А мужчины, я думаю, что семьи кормят, многие свадьбы играют, многие, ну, работают и думают, что почему бы не петь. Так что вперед и с улыбкой. Вперед и с улыбкой, друзья, ну а мы постараемся исполнить для вас следующую композицию. А, еще будем петь, да? Да, еще чуть-чуть попоем. Потом поговорим, потом опять попоем.
yandım, küydüm. Ah demesem düşüm kadar yandım da küydüm. Şu güzellik balasına kaydan sevdim ay ay. Şu güzellik balasına kaydan da sevdim ay. Asmarımda bir terek var, al güller açan. Asmarımızda bir terek gül var, al güller açan. Sana bir söz var, çırayın kaçan ay.
çırayın kaşkan ay katayım seni sana ne oldu ay ay çırayın kaşan ay. Çalatımın tırnağı kumuş tırnağım, çalatımın tırnağı kumuş tırnağım. Koynundaki homalak yumalak kimlerinin nalı, koynundaki tomalak yumalak kimlerinin nalı. Çalatımın alatı haydadım boza, çalatımın alatı haydadım boza. Yaşlığımdan sevda oldum bir doday kızga, yaşlığımdan sevda oldu bir doday kızga, yaşlığımdan sevda oldum bir doday kızga, yaşlığımdan sevda oldum bir doday kızga. Hey! Hey, 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 hey! Çalatımın tırnağı vurdurdum taşa, çalatımın tırnağı vurdurdum taşa. Totay kızının güzelliği alemden başa, Totay kızının güzelliği alemden başa, Totay kızının güzelliği alemden başa, Totay kızının güzelliği alemden başa. Hey! gelecek yılga. Çok sağ olun. Çok sağ olun Арсен ага. Арсен ага, вот такой вам непростой вопрос, скажем так. Уже давно
нужно развеять все мифы. Мы знаем то, что вы находились долгое время за пределами Крыма, в частности, вот в Армении, в Турции. И знаем то, что это было, как вы говорили, очень хорошее для вас время. И как вы думаете, вот пребывание за границей, в частности, в этих странах, как-то отразилось на вашем творчестве, на вашей манере исполнения, на ваши музыкальные взгляды? И вообще, какое у представителей этих народов отношение к своей родной музыке? Ты погружаешься в другую атмосферу совершенно другой музыки и понимаешь, что их музыка, что турецкая музыка или это, ну и уже потом азербайджанская или армянская музыка, она меняется полностью, она понимаешь, насколько это гармонично, насколько это красиво, и они делают эту музыку богаче, делают свою музыку еще богаче. Если сейчас обратиться, допустим, к тому же Комитасу или там Саят Нова, да, в Армении, скажем, их композитор, если вы услышите их произведение, вы не захотите слушать, ну, будет скучновато, скажем так. Но они сделали настолько это все вкусно, настолько это здорово, что ты начинаешь слушать. И лучшее исполнение, кстати, Комитаса, это и в турецком варианте, то есть турецкий коллектив, оркестр лучше всего сыграл это. То есть я хочу сказать, что когда ты едешь туда, ты понимаешь, что твоя музыка, заметьте, твоя музыка, то есть наша музыка крымско-татарская, которой мы должны гордиться, которую мы должны носить на руках и должны понимать, что это наша и это больше ничье. Мы должны ее делать намного богаче, намного вкуснее, намного интереснее, чтобы она была популярной, чтобы молодежи было выгодно, было приятно и было, ну, как бы гордость, да, заказывать свои песни, заказывать, пусть хайтармалар олсун, башхавалар олсун, багламалар олсун, но это все свое, это все народное и наше. Нужно делать максимально это красиво и качественно, не убивая основу. Это очень важный фактор. Не убивая основу, вы можете делать. Вот сегодня у нас формат, допустим, далеко не, там, ну, не совсем колоритный, скажем, да, но мы сделали это осознанно, понимая, что это наша музыка. Мы не внесли ни одной песни другой. Мы постарались сделать нашу музыку вот в таком формате. Пожалуйста, есть варианты сделать в роковом исполнении. Там, я не знаю, кантри, там, фьюжн, я не знаю, там, техно, EDM. Что хотите делайте. То есть вариантов очень много. Но нужно понимать, что это наше, и нужно наше ценить. Не нужно восторгаться какой-то музыке какого-то народа. Нужно стараться сделать ее такой у нас, то есть красивой, чтобы нашей музыкой восторгались в мире, подчеркиваю, в мире. И мы достойны этого, я думаю, что у нас есть такие музыканты, и в зале вот сидят столько молодых, столько ребят сидит, которые реально достойны, чтобы их слышали за границей, чтобы они это делали. Единственное, что нужно работать и еще раз работать. Вот, ну, как-то так. Çok sağ olunuz, Арсена, за такой подробный ответ на очень щепетильный и давно уже созревший вопрос. Karabiber aş için yandım kalem kaş için Karabiber aş için yandım kalem kaş için Annem seni doğurdu delikanlı yaş için Kara biberim, biberim, aşağı seperim Annem seni doğurdu delikanlı yaş için Kara biberim, biberim, aşağı seperim
Seni sevip saydım, sustun de sandım. Seni sevip saydım, men sevip de eller sarsa, ona benim yandığım kara biberim, biberim aşka severim. Men sevip de eller sarsa, ona benim yandığım kara biberim, biberim aşka severim. Sussun de babim, yarem ağlar ne diyeyim. Sussun de babim, yarem ağlar ne diyeyim. Ağlama yarem sen ağlama, ben bir çare edeyim. Kara biberim, biberim aşka severim. Ağlama yarem sen ağlama, ben bir çare edeyim. Kara biberim, biberim aşağıda severim. Kara biberim, biberim aşağıda severim, severim. Kara biberim, biberim aşka severim. Sağ olun. Kesmeye daldı benim bileğim. Dalga vardım dal kesmeye daldı benim bileğim. Oynamasam gülmesem yanar benim yüreğim. Oynamasam gülmesem yanar benim yüreğim. Men bir havasım arladım Ahmetçi ustasına. Men bir havasım arladım Ahmetçi ustasına. Beni de doktor eylesinler yaş kızlar hastasına. Beni de doktor eylesinler yaş kızlar hastasına. Karadan beyaz olayken, karadan beyaz olmay diler, karadan beyaz olayken. Dosttan düşman olmay diler, dosttan düşman 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 olayken. Sağ ol. Çok sağ olun. На самом деле так приятно получать вот зеркальное отражение. Sağ olun. Каждому из вас, каждому çok sağ olun. Опять вопросы? Да, опять вопросы. Арсена, чё сагылыңыз, конечно, за такие совмещения. Да, и мы остановились на очень интересной теме по поводу
каверов в нашей музыке. Вот где заканчивается и начинается граница кавера, да, вот как бы мы наблюдаем тот факт, то, что многие песни крымско-татарские хорошо уживаются в нашем народе, довольно-таки популярны. Как вы к этому относитесь, Арсен Самус? Если коротко, то вот сразу могу сказать, очень плохо. Но это сугубо мое мнение. Откуда находишь такие вопросы, не знаю. Вот Наджия Ханум, мы вот вместе с ней. Наджия Ханум Сагов. Canlı радио, достlar, аплодисменты. Ну, когда ты сказал граница, я подумал о другом совсем, конечно, о другой границе. Но, возвращаясь к нашим границам, границам культуры, скажу так, значит, ну, честно сказать, это сугубо, подчеркиваю сразу, сугубо мое мнение. На данный момент, я так понимаю, вся музыка, которая делается на нашем языке, допустим, каверы, да, которые звучат сегодня, был, на самом деле, самая больная моя тема, наверное, для меня, вернее. Но я сегодня открою тайну большую, что я очень большой противник этого. Очень не люблю это, не хочу, ну и почти не буду. Я никогда не делал каверы на какие-то там песни, хотя, вы же понимаете, я имею такую возможность, как не имеют многие другие артисты, получать родные минуса под то, что поется, да, сверху вокал, и делать их на крымско-татарском языке. Пусть это будет азербайджанская песня, пусть это будет армянская, турецкая, неважно, хоть иранская, разницы нету. Как бы есть возможность взять, переделывать слова, записывать, скажем, эту песню на студии, есть и студия тоже, знакомый там. Вот, и это будет как бы, да, ну, как все, и я буду участвовать вот в этом большом, заметьте, слове, вот очень важное слово, с большой ответственностью. Я вот на сегодняшний день эту ответственность ложу на тех людей, вот те, которые сегодня поют каверы. Объясню. Это большая проблема для наших внуков, я так скажу. Это не громкие слова, это на самом деле так. Это проблема, потому что через 20-30 лет, поверьте, наши внуки, наши правнуки будут ругаться с этими композиторами, которые эти песни написали, допустим, там в Азербайджане или в Армении, или в Турции, неважно, или в Иране. Ну, они будут ругаться и доказывать, что это наша песня. Типа там, ну, вот у нас был такой-то, такой-то певец или такая-то, такая-то певица пела эту песню. И они будут спорить с ними, что это наша песня. Они будут говорить, нет, это наша. То есть мы создаем такие же проблемы. Когда-то мы смеялись над одним из нам уже сказанных народами, что они воруют все у всех и выдают за свое. Вот мы сейчас плюс-минус выглядим так, ребята. На самом деле. Почему? Потому что мы берем те песни, которые под них флаг поднимают в этом государстве, а мы берем и у нас поднимаем наш флаг, меняя слова. Ну, дело в том, что такие песни просто может как-то представлять собой коммерческий интерес, Арсена. Может быть. Но если люди думают только о коммерции, вопросов нету к ним. Какие проблемы? Правильно? Люди думают только о коммерции. Ну, пусть будет так. Наверное, это имеет место быть, да. Но мы должны это учитывать, ребят. На самом деле это очень серьезно и ответственно. Я подчеркиваю, мы должны о наследии думать, о том, что за нами останется. Наши вещи можно делать. Можно все это делать очень вкусно, интересно, и будет все звучать. Çok sağ olun, Арсена. Да, на самом деле такая вот тоже очень щепетильная тема, но, наверное... Я согласен записаться в добровольцы. То есть сделать такой личный вклад. Нет проблем. Я его делаю. Почему? Я не собираюсь его начинать делать, потому что я его делаю уже. Здесь есть в зале ребята. Вот мои ученики тоже сидят, и там сидят. И вот ребята постоянно, все вместе мы делаем. И я стараюсь это делать, ну, постоянно над этим работать и вносить вклад. То есть любой человек может к вам обратиться, спокойно вы научите. Именно так и происходит, да. Приходите, я от начала до конца показываю, нет никаких проблем. Друзья, ну это очень щедро, давайте... Нет, на самом деле это не щедро, это нормально должно быть у нас. То есть мы должны с этим нормально жить. И я думаю, что пример дальше был. Я хочу, чтобы и еще были такие люди. Вот тогда я вздохну легко. Çok sağ olun, Арсена. Ну а мы постараемся для вас исполнить следующую композицию.
kızları çıkmayı İsar'dan bakar. Eski Kırım yaşlıları çıkmayı İsar'dan bakar. Karpuz kestim kan gibi, dudakların al gibi. Karpuz kestim kan gibi, dudaklar al gibi. Baktım yüzü kar gibi, yanakları gül gibi. Baktım yüzün kar gibi, dudakların gül gibi. Yeşil kisem yaraşır, saçım belde dolaşır. Yeşil kisem yaraşır, saçım belde dolaşır. Arkadaşlar arasında oyna gül sen yaraşır. Arkadaşlar arasında oyna gül sen yaraşır. Arkadaşlar arasında oyna gül sen yaraşır. Arkadaşlar arasında oyna gülü yaraşır. Очень приятно то, что вы так глубоко подходите к вопросу вклада в культуру Арсена. И вы для нас являетесь большим примером. И мы будем стараться подражать Сау вам. ol. Sağ olun. Çok sağ olun. Ну, это Алим, же- Алим, кстати, очень скромно отвечает сегодня так сдалека, да? А на самом деле где-то процентов, наверное, 80 моих треков он играет, кстати, на разных инструментах. И ему аплодисменты отдельные, пожалуйста. Çok sağ olun. Друзья, ну и в завершении этого чудесного вечера мы сначала расскажем о всех музыкантов, еще раз их назовем. Эмиль Ага Меметов сегодня с нами был на клавишах. Ружди Меметов сегодня тоже с нами. Айдар Ага Аширов сегодня был с нами. Сагом Айдар Ага. Виртуоз крымско-татарской гитары Серам Османов. И наш главный солист Арсен Бей Османов сегодня с нами. А также наша команда. Алим Куртмеметов, друзья, Алим Куртмеметов.
Сағым. Наша команда в числе наших уважаемых операторов, идейных вдохновителей, звукорежиссер Эскендер ага. Чох сағылмыз вам за сегодня, за эту работу. Как всегда, все супер прошло. Наджия Ханум, Джанлы Радио, которая всегда с нами, которая в курсе всего материала. И Марлен ага, который организатор этого сегодняшнего прекрасного вечера. И отдельная благодарность вам всем. Вы бросили все свои дела. Вы, не посмотрев на воскресенье, собрали родителей своих. Я вот вижу взрослое наше поколение. Есть молодые девочки вот у нас впереди. Вот. И я отдельно вас всех благодарю. Чох сағолың. Всем огромное сағолың вам за то, что вы пришли, нас порадовали. На самом деле для вас петь одно счастье, одно удовольствие. Каждому из вас. Чох сағолың. Окунемся в Бразилию. А кто угадает песню? Есть кто угадает песню? Halenin kübünde mendaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Halenin halege şahin uçurdum. Haleden halege şahin uçurdum. Ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Kalenin o günde bir dere kiraz. Maşallah şu güzelin gerdanı beyaz. Maşallah güzelin gerdanı beyaz. Hay arriba arriba. Olaydım, halenin tuğbunde mendaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Hey! Ah, bonjour,
Эмиль Мементов, достар. Я отойду. Ружди Мементов, достар. Вот так. Haydi. Ayder Aşirov, dostlar. Ciao. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Kalenin tubunde mendaş olaydım. Kalenin tubunde mendaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Gelene geçene yoldaş olaydım. Çok sağ olun. Başkanımıza çok sağ olun. Вот так играли бы, да, до конца, да? До утра бы, да? А также отдельная благодарность нашему сегодняшнему зрителю, который сегодня с нами. Без вас этого вечера бы не было. 100%. Ko'rishguncha do'stlar, çok sağ olun.